В эфире Радио Крым. Реалии. Ну что ж, мы с вами, как и обещано, будем говорить о визите президента Украины Владимира Зеленского в Турцию. Этот визит проходит в течение 2 дней, 7 и 8 августа. Так, например, 7 августа в Анкаре президент Украины провел переговоры с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Политики говорили о войне на Донбассе, аннексии Крыма, а также о проблемах преследования крымских татар. Коснулись в том числе и экономического сотрудничества между государствами. Вместе с Зеленским, как сообщается, в Турцию поехали секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, лидер крымских татар Мустафа Джемилев, глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, заместитель руководителя офиса президента Вадим Пристайко и многие другие. Сразу после официальной церемонии начались переговоры Зеленского и Эрдогана в формате с глазу на глаз. Эти переговоры продолжались более 2 часов. А 8 августа сегодня в Стамбуле на Фанаре состоялась встреча Зеленского с Вселенским патриархом Варфоломеем. Отмечается, что эта встреча происходила в узком кругу, позже ее формат был расширен. Кроме того, украинский президент посетил храм Святого Георгия. После этого в программе посещения Зеленского поездка в компании, в турецкие компании, которые производят обучение украинских пилотов. Мы первым нашим гостем нашей студии мы хотим включить Таргула Исмаила, турецкого политолога. Здравствуйте, Таргул. Здравствуйте. Первый вопрос к вам. Накануне поездки Владимира Зеленского в Турцию говорилось о том, что ключевыми темами переговоров станут культурные отношения, сотрудничество диаспор, дипломатия, безопасность, инфраструктурные проблемы и оборонная промышленность. В частности, говорилось о продолжении сотрудничества военно-морских сил Украины и Турции в сфере создания беспилотных летательных аппаратов и так далее. Вот как вы оцениваете продуктивность визита украинского президента в Турецкую Республику? Я думаю, что очень позитивно. Почему? Потому что Турция и Украина развивают свои отношения, и между нашими странами имеется определенный формат сотрудничества, который можно вывести на уровень стратегического, о чем есть стратегический союз, так скажем, делегаций наших стран, который ведется на формате такого, да, стратегического. С другой стороны, мы соседние государства, Черноморский регион — это очень важный регион, и как соседние государства у нас, к сожалению, не очень развито экономическое сотрудничество, которое как раз и говорилось о том, что нужно довести объем товарооборота до 10 миллиардов долларов. Это очень тоже важный момент, потому что и Турция придает огромное значение экономическому развитию, тем более на фоне всемирного экономического кризиса, тем более Украина тоже нуждается в этом. Я думаю, что вот в этом смысле торговое сотрудничество тоже имеет огромное значение. С другой стороны, наша страна имеет хороший опыт, у каждой страны есть свой опыт так скажем, возможно сотрудничество в военно-техническом или технологическом смысле этого слова. В Украине есть тоже очень интересные моменты, которые могут интересовать Турцию. У Турции есть тоже моменты. Вот эти моменты тоже были на первом плане переговоров. Кроме того, я думаю, что вот ряд подписанных договоров тоже имеет огромное значение. Кроме того, Турция еще раз подтвердила свою приверженность территориальной целостности Украины. Я думаю, что это тоже немаловажный шаг. Я хочу отметить, что этот шаг Турции исходит из международного права. То есть Турция вообще, если обращается внимание, эта тема относится осторожно, потому что считает, что международные нормы нельзя нарушать, надо исходить из этого. Поэтому и в этом вопросе Турция, опять же, поддерживает Украину, ее территориальную целостность и видит Крым в составе Украины.
В частности, одним из вопросов, который интересовал украинскую сторону, это соглашение о предоставлении Турции прямой финансовой помощи Украине на закупку военного оснащения украинской армии. Это соглашение действует с 2016 года, и сейчас, как утверждает украинская пресса, оно находится под вопросом. А в соответствии с этим соглашением турецкая сторона предоставляет 9 миллионов лир, это около 2 миллионов долларов, Украине на покупку вооружения для вооруженных сил. Почему соглашение сейчас находится под угрозой и удастся ли его возобновить, продлить финансовую помощь на закупку вооружения? Ну, я не думаю, что здесь какие-то политические моменты. Естественно, здесь надо учесть момент, что Турция является членом НАТО, и такие вопросы решаются в согласии с этим союзом. Но, с другой стороны, у Турции тоже немало проблем. Я думаю, что вопрос носит чисто технический характер, потому что Турция заинтересована, как страна, которая продает вооружение, закупки государствами этих вооружений. Я думаю, что здесь момент идет о технической стороне, как украинская сторона или будет оплачивать, или как она будет завершена, поэтому задержится. Я других, по крайней мере, таких серьезных аргументов по поводу того, что Турция не хочет продавать Украине оружие, не видел и не слышал. Потому что, еще раз повторяю, Украину Турция видит стратегическим, так скажем, партнером в регионе, с кем может иметь серьезные экономические и другие политические, военно-технологические сотрудничества. В этом вопросе, я думаю, что нет каких-либо преград. Еще одной из важных, ключевых для Украины встреч, это была встреча президента Украины и Вселенского патриарха Варфоломея. Вот во время сегодняшней встречи в Стамбуле, как сообщают BBC, Украина, не было подписано совместное заявление, как планировалось накануне. Это заявление готовил Вселенский патриархат и Министерство иностранных дел Украины. По словам собеседника BBC, например, несмотря на то, что встреча прошла нормально, однако почему-то перед этой встречей между представителем Константинополя и офисом президента возникли некие недоразумения. В результате совместное заявление не было подписано, а в нем, как сообщается, речь шла о охране природы, о таких абсолютно неполитических вещах. Вот на ваш взгляд, почему могло сорваться подписание этого заявления и насколько это знаково? Я думаю, что для двухсторонних отношений, может, Украина имеет огромное значение такого подписания, а для турецко-украинских отношений такое подписание соглашения или меморандума, я думаю, не имеет существенно. Это чисто, еще раз говорю, технически надо смотреть, что имел, какое значение для этого имел патриарх. Константинопольский неправильное название, потому что мы его называем Фенером, римско-фенерским патриархом. Что имело значение, какие моменты были, какое давление, это вопросы надо рассмотреть внимательно. Чисто еще раз повторяю, с двухсторонних отношений, турецко-украинских отношений, я здесь никаких преград не вижу. Это несущественное значение имеет для турецко-украинских отношений. Также накануне визита, это уже последний вопрос, говорилось о возможности подписания контрактов с частными турецкими компаниями, в частности с компанией Байкар Макина. Речь идет о совместном строительстве, о совместном производстве летательных аппаратов. Насколько возможно подписание подобных контрактов? Я думаю, что здесь никаких проблем нет. Турция, еще раз повторю, заинтересована в технологическом развитии этих отношений. Украина тоже интересная сторона для Турции, для подписания таких совместных проектов. Это очень важно. Турецкая фирма заинтересована в развитии экономических отношений с Украиной. Но здесь надо рассмотреть еще другой момент. Это насколько украинская бюрократическая система позволяет таким вопросам решать мгновенно, это тоже очень важно. Обычно такие моменты подписания различных контрактов зависает из-за того, что есть определенные бюрократические трудности, то есть решение политической воли есть, экономическая воля есть, но система бюрократическая система, она иногда мешает серьезному развитию двухсторонних отношений, в частности экономических. Я думаю, что наши страны, один из моментов, который я хочу уже напомнить вам, это долгое время идет речь о создании
свободной зоны, свободной экономической зоны торговли, да, это тоже тянется, турецкая сторона заинтересована, это, видите, тянется. Я думаю, что здесь только те моменты, которые вот именно бюрократического характера, которые мешают развитию двухсторонних экономических отношений. Я думаю, что Украина и Турция все-таки найдут, если есть политическая воля, найдут выход из сложившейся ситуации, и решения будут приниматься соответственно. Но самое главное, это бизнес-атмосфера самой Украины. Турецкие компании работают там, по крайней мере, ничего негативного пока не слышал, бюрократия сильная есть, но я думаю, что это пока не мешает нашему сотрудничеству, но для развития, для упрощения, видите, мы пошли на безвизовый режим, упростили все. Это очень важный был момент. С другой стороны, надо упростить и другие моменты. Это таможенные вопросы, налоговые вопросы и другие такие моменты, которые могут просто усложнять процесс принятия определенных решений. Спасибо. Спасибо большое. С нами на связи был Тагрул Исмаил, турецкий политолог, а мы переходим уже к нашему следующему гостю. У нас с нами в студии Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Здравствуйте, Рифат ага. Добрый вечер, но я не в студии, я вам... Да, не в студии, но с нами на связи, безусловно. Первый вопрос к вам. После встречи с президентом Украины лидер Турции господин Эрдоган выступил с заявлением в поддержку независимости, территориальной целостности и суверенитета Украины. Он говорил о том, что Турция не признает аннексии Крыма и никогда ее не признает. А также он сказал, цитирую, «Крымско-татарский народ является важным элементом наших связей между Турцией и Украиной», заявил Эрдоган. И кроме того, был еще один, на пресс-конференции был еще один очень интересный, любопытный момент. Эрдоган сказал, что буквально, я цитирую, на протяжении многих лет мы стояли на позиции решения крымско-татарского вопроса, но, к сожалению, не было никакого результата. Не будем терять надежды и продолжим прилагать усилия. Хотел бы, чтобы однажды мы решили эту проблему. Верю, что уважаемый господин Зеленский не безнадежен в этом вопросе. Вот поэтому первый вопрос к вам. Поднимался ли во время визита вопрос прав коренного народа и что присутствовал ли представитель Меджлиса в момент этого разговора? Но, смотрите, были разные мероприятия в рамках визита президента Украины в Турецкую Республику. И один из таких мероприятий это было участие президента Украины в торжественной церемонии открытия Центрального офиса объединения крымско-татарских обществ в Турции. Их здесь более 30, они объединены в ассоциацию. И сегодня, вчера вернее, они наконец официально открыли новый и очень замечательный офис. Хотя, разумеется, до этого и были офисы и представительства во многих городах Турецкой Республики. И в ходе выступления лидер крымского народа Мустафа Гаджимилев в присутствии президента Украины, он очень четко сказал о том, что внесение изменений и дополнений в Конституцию Украины в части национально-территориальной автономии Крыма на основе права крымского народа на самоопределение. Это есть не только давно ожидаемое желание восстановления справедливости, но это есть и резкое сокращение всех наших путей по возвращению Крыма под державный суверенитет Украины. Я думаю, что мы знаем о том, что очень значительная часть времени встречи 1 на 1 была посвящена Крыму и проблемам крымско-татарского народа. Я не то что не исключаю, я более того уверен в том, что обсуждались вопросы, связанные с правовыми такими решениями, которые будут придавать Украине больше устойчивости, веса и силы для переговоров на международных разных уровнях в части восстановления своей территориальной целостности. И здесь использование фактора
право коренного народа на самоопределение в составе украинского государства является действительно очень важным таким фактором, который, как нам представляется, мы в этом уверены, обязательно будет услышан этот фактор и признан международным сообществом. Рифат ага, а вам удалось пообщаться с президентом Зеленским и донести до него позицию Меджлиса крымско-татарского народа? Я скажу, что мы все в той или иной мере имели возможность с ним общаться. Думаю, что в ближайшее время мы более конкретно скажем, ну не только о тех общениях, которые были здесь в ходе визита, но те, которые последуют за этим визитом. Еще один из моментов было вот как раз уже упомянутое вами посещение открытия центра крымско-татарской диаспоры в Турции. И там президент Владимир Зеленский заявил, что вскоре Украина законодательно упростит получение разрешения на посещение оккупированного Крыма для представителей крымско-татарской диаспоры в Турции. Я цитирую: «Мы понимаем, как важно для вас посещать родственников и родную землю. В ближайшее время на законодательном уровне будет утверждено положение, которое упростит получение разрешения для посещения Крыма». И вот здесь возникает вопрос, что подразумевает такая инициатива, потому что мы знаем, что украинские граждане беспрепятственно въезжают на территорию через админграницу, им для этого не требуется никаких разрешений, для иностранцев требуется получать разрешение, и вот тут возникает вопрос: это упрощение процедуры получения разрешения для пересечения админграницы с оккупированным Крымом, который находится в Херсонской области, или это речь идет о прямых поездках в Крым из Турции? Смотрите, я вам очень признателен за этот вопрос, потому что, к сожалению, части СМИ, видимо, не углубившись вот в этот вопрос, они начали писать о том, что господин президент Украины Зеленский говорил об упрощении въезда-выезда вынужденным переселенцам. Вы абсолютно правильно ухватили суть вот этой проблемы. Речь идет об иностранцах, которые могут выезжать и въезжать и выезжать во временно оккупированный Крым. И здесь в контексте вот выступления, в своем выступлении президент Зеленский говорил вот в контексте именно родственных связей, в контексте посещения своей исторической родины. И он здесь сказал о том, что государство имеет намерение максимально упростить эти процедуры. Речь идет, конечно, как о сроках получения этого разрешения. Я просто напомню вашим слушателям и зрителям также то, что сегодня иностранцы действительно имеют право въезжать в Крым исключительно с территории материковой Украины, но для этого они должны получить особое разрешение в органах миграционной службы. Уменьшится срок. Сейчас это где-то 4-5 дней. В некоторых случаях исключительных это может сократиться до 2 дней. Мы раньше обговаривали возможности, когда речь идет о представителях крымско-татарской и украинской диаспоры, чтобы могли, скажем так, в этой процедуре участвовать представительные органы этих диаспор, для того, чтобы они могли подтверждать, идентифицировать того иностранца, который имеет намерение въехать во временно оккупированный Крым. И мне представляется, возможно, этот формат был бы удобен для применения. Таким образом, мы должны сократить время ожидания этого разрешения и исключить излишний бюрократизм. Само по себе желание посетить оккупированный Крым теми, кто имеет непосредственное отношение и историческую связь с Крымом, я думаю, что здесь должно поощряться. Ну и последний вопрос касается освобождения узников Кремля. Президент Зеленский обратился к президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану с просьбой повлиять, поспособствовать этому освобождению. И вот здесь возникает вопрос, насколько у господина Эрдогана есть возможности, есть рычаги влияния на Владимира Путина. Мы ведь помним о том, как именно благодаря его посредничеству были освобождены лидеры Меджлиса Ахтем Чигос и Ильми Умеров. И вы знаете очень хорошо о том, что вот международной политики решение
таких сложных, иногда, может быть, и очень чувствительных вопросов, оно часто обуславливается всем комплексом факторов и иных факторов. Не бывает так, чтобы вот какой-то очень чувствительный вопрос мог быть разрешен исключительно вот в контексте какой-то вот прямой линии. Эрдоган является очень опытным переговорщиком, и комплекс вопросов, которые он решает, в том числе и взаимоотношениях с Россией, мне кажется, позволят ему в определенное время поставить вопрос об освобождении политзаключенных, военнопленных таким образом, что Россия может пойти навстречу. Спасибо. Спасибо большое, Рифат Ага. С нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. А мы уже готовы поговорить с нашим следующим гостем. С нами на связи Игорь Эйдман, российский политолог. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот первый вопрос к вам. Какова реакция Москвы на визит Зеленского в Турцию? Какой-то такой яркой и однозначной реакции мы не видим. Я, конечно, уверен, что московские власти, Кремль, естественно, недовольны этой ситуацией, недовольны каким-то сближением между Украиной и Турцией, недовольны этими совместными заявлениями о том, что Крым – это Украина, да, которые, в общем-то, сделали в той или иной форме Зеленский и Эрдоган. Но, тем не менее, пока каких-то вот таких резких демаршей на официальном уровне пока не было. Ну вот мы слышали, например, заявление председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова. Он в интервью Russia Today, комментируя заявление Владимира Зеленского о возвращении Крыма под контроль Украины, заявил, что, я дальше цитирую, Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии, если Россия перестанет существовать. И вот тут возникает вопрос, насколько серьезно в России оценивают перспективы вот этого перестанет существовать, распада страны. Вопрос Крыма – это действительно вопрос национальной безопасности для Российской Федерации? Вопрос Крыма – это вопрос существования путинского режима. Это его такой основной популистский козырь. Вот этот захват, присоединение, аннексия Крыма. И естественно, что пока существует путинский режим, не Россия как государство, а именно путинский режим, он, конечно, Крым назад не отдаст. Это совершенно очевидно. И здесь, да, уже были заявления всяких депутатов, там председателей комитета, это понятно. То есть как бы вся путинская элита, естественно, настроена на то, чтобы Крым держать как можно дальше, потому что если они отдадут Крым, они полностью распишутся в полной своей профнепригодности даже в той области, в которой они себя позиционируют как таких мэтров, да, то есть в области национальной, в кавычках, безопасности, а фактически в области национальной экспансии. Ну вот да. И вот еще тогда возникает вопрос, зачем тогда делать такие резкие заявления и говорить о прямо уничтожении России? Это абсолютно естественно, это вписывается вообще во всю канву российской пропаганды. Они пытаются приравнять путинский режим и Россию как государство. Если, когда они говорят о уничтожении России, думают они о уничтожении путинского режима, что, естественно, разные вещи, да. В свое время один известный политический деятель сказал: Гитлер приходит и уходит, а Германия остается. Путин и приходит и уходит, и путинские режимы приходят и уходят, а Россия останется. И, собственно, Крым, захваченный путинским режимом, это скорее проблема именно путинского режима, который не может его отдать в силу того, что он его захватил, и он как бы подписался на эту агрессию, на этот захват, он вложил в это огромные материальные человеческие ресурсы, и он будет, конечно, держаться до конца. Но как бы само государство, Россия, абсолютно не нуждается в этом захвате, она абсолютно не нуждается в Крыму, но может вставать и без него, так же, как и с ним. Игорь, еще тогда уже последний вопрос. Во время встречи президент Украины попросил президента Турции оказать влияние на, я так понимаю, на Владимира Путина для освобождения незаконно задержанных российскими властями украинских граждан. И тут возникает вопрос, насколько Путин может пойти навстречу Реджепу Таипу Эрдогану. Я думаю, что вот как в этом контексте он не пойдет навстречу. Почему? Потому что он всегда подчеркивает
всеми своими действиями, что он не идет на давление, не поддается давлению, что он как бы действует только исходя из собственной воли. И я думаю, что он не будет, условно, если Эрдоган там будет на него давить, он, конечно, ничего делать не будет. Другой вопрос, что вообще как бы захват украинских заложников, по сути, да, который произвел Путин, да, путинский режим, очень сильно вредит России на международной арене, ее репутации в Европе, на Западе, в мире. И исходя из этого, удержание этих заложников, оно скорее негативно влияет на ситуацию, чем как бы позитивно, да, и поэтому, возможно, в силу как бы всего комплекса обстоятельств Путин пойдет на уступки, но не в силу вот конкретно, я думаю, не в силу конкретных вот этих переговоров или каких-то демаршей Эрдогана последующих. Ну вот в ходе этого посещения президента Турции, президента Украины Турции, часть тех соглашений, которые были подписаны, они касаются оборонной сферы. И вот тут возникает вопрос, возможно, Путин может все-таки каким-то образом пойти на уступки, опасаясь сближения Украины и России. Сближение Украины и Турции. Украины и Турции, да, простите. Да, вы знаете, опять-таки это абсолютно не в характере, не в типе, да, его политики. Он пытается играть в наступательные экспансионистские игры. И будет продолжать, в том числе. Более того, Эрдоган ненадежный союзник для Украины. Эрдоган уже много раз подтвердил свою совершенно конъюнктурность и свою как бы амбивалентность своей политики. Он одним глазом, да, смотрит на Украину и пытается получить там какие-то преференции, другим глазом на Россию и совершенно не брезгует сотрудничать с Путиным по многим вопросам, будучи сам авторитарным политиком, ненавидимым, образованной частью турецкого общества. Вот. И так что я не думаю, что на Эрдогана стоит вообще надеяться в той или иной степени, в той или иной роли. Игорь, я хотела бы, чтобы вы прокомментировали еще вот такой момент. Он не совсем касается этого визита, но сообщение в аэропорту Мисрата в Ливии ударами дронов, это произошло буквально вчера, был уничтожен самолет украинский Ил-76 с гуманитарным грузом Международной организации Красного Креста на борту. В авианалете подозревали, во-первых, Российскую Федерацию. Это не первое нападение. И вот на украинский самолет и по оценкам украинского юриста, международника Бориса Бабина, нападение на гуманитарную миссию классифицируется как международное преступление. Это турецкая была гуманитарная помощь. Поэтому вот тут возникает вопрос, стоит ли Украине и Турции каким-то образом совместно понимать вопрос вот этого преступления, потому что нападение на гумконвой — это преступление международное, возможно, в каких-нибудь структурах, в частности, там в Совете Безопасности ООН, и каким образом вот подобные совместные действия могли бы все-таки пошатнуть российскую позицию, и вообще будут ли они? Знаете, я уже сказал, что я не думаю, что Эрдоган будет какие-то действия, исходя из идеалистических мотиваций, предпринимать. Он показал уже, что он авторитарный, достаточно циничный политик, и он сотрудничает с теми, кем ему выгодно в данный момент. Поэтому, и как я уже сказал ранее, да, я не думаю, что что есть какая-то перспектива в совместном украинско-турецком давлении на Россию. Называется, Эрдоган при первой же возможности сдаст Украину, чему, по большому счету, безразличны, как я уже сказал, идеалистические соображения. И понятно, что он вынужден как-то проявлять формальные какие-то реверансы делать в сторону крымских татар, но по большому счету ему, кроме собственной выгоды, на все наплевать. Он много лет своего правления доказывал. Ну что ж, спасибо. С нами на связи был Игорь Эйдман, российский политолог, а на этом мы заканчиваем наш второй блок. Я хочу уже в заключении зачитать вот такую информацию, что во время официального визита Владимира Зеленского в Турцию был подписан договор по развитию делового сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщала пресс-служба президента Украины. Однако, вот как говорят украинские эксперты, этот договор является продолжением договора, подписанного между
Украина и Турция в Стамбуле в 1991 году. Также в рамках этого договора, нам это уже известно, не будет подписано соглашение о зоне свободной торговли, хотя, как мы слышали от наших гостей, это очень важный элемент международного сотрудничества. И далее, перед тем, как пригласить в студию Елену Римовскую, я хочу еще раз подчеркнуть, что украинско-турецкие отношения имеют прямое отношение к Крыму, и, безусловно, мы будем наблюдать за тем, как будут развиваться события. Ну что ж. Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. «21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии. Вы слушаете радио Крым Реалии. Для вас в студии работает Елена Римовская, Лариса Волошина, и пришел к нам Стас Юрченко. Привет, Стас. Добрый вечер, да, я просто пришел. Мы с новостями будущего к вам в дом постучимся и начнем, наверное, раз уж мы говорили сегодня о визите Зеленского в Турцию, о заявлениях Зеленского по Крыму в том числе. В Российском Совете Федерации оценили слова Владимира Зеленского о возвращении Крыма. Первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с Russia Today или РТ заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что Крым вернется в состав Украины. Далее цитата, внимание. «Не думаю, что подобное заявление следует рассматривать всерьез. Крым может вернуться в состав Украины только при одном условии, если Россия перестанет существовать». По словам российского сенатора, этого никогда не произойдет. Но вот по поводу того, что Владимир Джабаров сказал относительно заявления Владимира Зеленского, хочется сказать, в эфире наша постоянная рубрика «Забыли спросить у Владимира Джабарова». На самом деле, я очень испугался, когда ты сказала, что Совет Федерации оценил слова Зеленского. Я думал, что сразу же после этого будет сумма, потому что они же умеют оценивать мифические вещи вроде Причем бы... каждый оценивает в каком-то своем объеме. Либо уголовное дело в виде призывов к нарушению территориальной целостности. Да, вот мне очень понравилась следующая новость. Она поразительна, и это не новость из параллельных миров, нет, это стандартная крымская новость. Дня. Да, крымчанка наснимала порчи на 2,5 миллиона рублей. Ее приговорили к 4,5 годам колонии. По крайней мере, такое решение... Магия цифр. Чисел. Магия цифр, но не помогли ей все ее магические навыки, как мы видим, хоть помогли ей заработать. Об этом мы узнали благодаря Симферопольскому районному суду, ведь он вынес приговор по уголовному делу в отношении 40-летней местной жительницы, которая обманула граждан на такую кругленькую сумму. Я процитирую, что она делала. Установлено, что осужденная завладевала денежными средствами и имуществом граждан под различными предлогами. Чаще якобы в связи с необходимостью снятия порчи с ювелирных изделий. Всего в действии мошенницы пострадало свыше 3 десятков человек, которым принесен ущерб на сумму более 2,5 миллионов рублей. Так это 3 десятка рублей, сумма в 2,5 миллионов рублей. Я так понимаю, что свои профессиональные, скажем так, навыки она продавала совсем недешево. Я просто не знала, честно говоря, что порчу снимают в том числе с ювелирных изделий. Хочется пошутить по поводу того, что вот, ну, как бы есть такая игра слов. Снятие порчи с ювелирных изделий, снятие ювелирных изделий под прикрытием снятия порчи. О, как вы завернули. Но я просто вообще не могу представить, зачем нужно с них снимать порчу. Ну, то есть она попала под суд. Мошенничество статья. Ну, то есть это мошенничество, совершенное с причинением еще и значительного ущерба. Именно поэтому такой срок 4,5 года с отбыванием в исправительной колонии. Любопытно, на каком основании было решено, что это мошенничество? Люди не увидели, что порча с них снята? Ну, я думаю, она не смогла доказать, что она своими действиями хоть что-то изменилось в этой вселенной. Как так получилось, что заработав 2,5 миллиона рублей, она все-таки попалась?
Ну, это хороший вопрос, да, вот. Очень много вопросов в этой новости, поэтому я предположил, что это новость как бы из параллельной вселенной, но нет. Это крымская. Что у нас еще было на В этой неделе? Севастополе, мы теперь об этом знаем, в Севастополе проходимцы зарабатывают на театралах. Это та же женщина, которая нет, это снимает это ювелирные украшения? Это другие Это не люди. оксюморон, заработать на театралах возможно в наше время? Оказывается, да. В этом нам сообщает Форпост. Свой бизнес пройдохи ведут в социальных сетях. Они продают электронные билеты на спектакли драматического театра имени Бориса Лавренева, хотя дистанционно купить этот билет невозможно. Как, например, вот далее цитата, вот Юлия Лавренева, Юлия Пимкина, главный администратор этого театра, в интервью Форпосту рассказала о том, что у нас нет электронной продажи билетов, потому что мы являемся воинской частью. У нас билеты можно только забронировать. И сейчас по техническим причинам наша касса не работает всю неделю. Поэтому билеты можно получить только перед началом спектакля. Ну, вот это на самом деле самое прекрасное в этой новости, потому что я дочитал до этого момента, я понял, что кто-то пытался обокрасть воинскую часть Нет, в Севастополе. подождите, Это здесь же вот интересно. когда вы говорите, что вот эта вот цитата, у нас нет электронной продажи билетов, потому что мы Мы являемся воинской воинской частью, частью. здесь должны высветиться неоновые буквы, не спрашивайте. Самое интересное здесь, что воинская часть дает спектакли. Нет, вот, у нас есть объяснение, почему так. У учреждения особый статус, театр относится не к Министерству культуры, а к Министерству обороны. Да, но формально это воинская часть, которая дает спектакли, это не дает мне покоя точно так же, как и то, что вот та самая страничка ВКонтакте, да, на которой продавали фейковые, на которой продавали билеты в этот театр, потом переименовалась в совместные покупки «Подсолнух». Друзья, самое здесь, а все-таки самое интересное, что никто не знает, сколько человек пострадало. Потому что, как вот говорит Юлия Пимкина, к нам только один человек написал, что переслал деньги за якобы электронный билет. И мы обратили внимание на активность какой-то левой страницы ВКонтакте. Я им, в смысле создателям группы, написала, чтобы они удалили. Мы обратились к поддержке сайта и тут же все это передали То на есть, другую если страницу. один только человек пожаловался на билет, все остальные, получается, на какой-то спектакль сходили. Да, Ну, в возможно, они как те самые правильные туристы, о которых мы мечтаем уже десятилетия, то есть те туристы, которые присылают деньги и не приезжают, вот, может быть, это такие же прекрасные вот любители театра, которые платят деньги, но не приходят на спектакль. Или же люди, ну, как бы думали, что речь идет о современном театре, они пришли на место, там ничего не происходило, но они решили, что это такой перформанс. Тоже возможно, вот, ну, Но можно мне, у меня Ну вот мини-новость. одной строкой, если только. Да, одной строкой. В Феодосии на сливе ливневки в море поспели помидоры. Что? Кто-то для шутки или по каким-то другим причинам посеял у канализационного коллектора помидоры, и они поспели, сообщает Кафа Ньюс. Это вся новость. Прекрасная новость. Мне кажется, это одно из лучших, что вот это как раз-таки перформанс, между прочим. Да. То, о чем мы только что с вами говорили, и это, мне кажется, очень круто. У нас сегодня дневной эфир был по поводу, вот, в частности, проблем на городском пляже в Феодосии. Жаль, что этой новости не было на момент нашего Зато там выхода в растут дневной помидоры. эфир. Да. Стас, смотри, следующая новость специально для тебя. Она про Керчь, да? Ну, конечно же. Ну, все дело в том, что в Керчи корабль на детской площадке терпит бедствие. На набережной есть небольшая детская площадка, я вот объясню нашим дорогим радиослушателям, которые могли не быть в этом прекрасном городе, мною так любимом. Там есть рядом с ней корабль. И вот на этой площадке детской, то есть это не в море корабль. У него, получается, упал нос, он полностью отвалился, то есть рядом лежит мусор в этом же корабле, торчат железные элементы, и вот это на всем этом фоне, вот этого постапокалиптического действия находится детская площадка, где должны бегать, прыгать и тусить дети. Насколько это опасно, можете понять сами, я думаю. А у вас в Керчи бывают какие-то хорошие новости вообще? Ты Ну, вообще какие новости только из Керчи сюда не приносишь? Они обычно очень какие-то странные. Ну, это не я приношу, это редактора нам пишут для начала. Во-вторых, это продуцирует, да, прекрасный город Керчь. 2500 лет истории оставили выжимку только самых ярких и трешовых новостей для наших прекрасных эфиров. Друзья, я все-таки очень хочу прочитать эту новость. В Судаке фотографы с конями угрожают туристам. Так. Оказывается, что после того, как об этом сообщает издание «Примечание.ру»,
После того, как крымские власти объявили войну фотоживодерам, начались жалобы туристов на то, что люди, которые причем в костюме коня Юлиуса из мультика о трех богатырях, угрожают им, если туристы не хотят фотографироваться с этим Так ведь крымские импровизированным власти, они конем. ведь объявили бой только тем фотографам, которые заставляют с животными фотографироваться, Да. а не с воображаемыми Животные животными. теперь плюшевые, а угрозы настоящие. Но это интересный ход конем. То есть запретили таскать с собой животных, эти чуваки переоделись сами в животных. Это, это хитрость, между прочим. Это вот настоящие крымчане. А знаете, сколько стоит фотография с таким ненастоящим конем? Испугайте 300 меня. рублей. Это 150 гривен где-то? Да, где-то так. Но То есть ладно бы это был ладно, это живой. Судак, это Южный берег. И Это, что? как бы, А, это В нормально. Симферополе или в Джанкое цены были бы другие, я об этом, или в Евпатории, да. Для Южного берега в Ялте это должно стоить 3000 рублей вообще. Кстати, вот почему важно, что это произошло в Судаке, мы вам на прошлой неделе рассказывали об этой активизации борьбы с фотографами, предприимчивыми фотографами, которые с животными заставляют фотографироваться. Это ведь все с Судака началось, потому что там у Генуэзской крепости якобы вот эти вот предприниматели побили туриста, который не захотел платить за фотографию с орлом. А Но я вот, потом... можно объясню, как все происходит на самом деле? То есть эти люди обычно ходят, всем своим видом там привлекают, завлекают людей, они иногда даже вот как говорят туристы, вот, что они врут, что эта фотография будет бесплатна, они не предупреждают никого о том, что за это нужно будет заплатить деньги, не называют сумму, они позволяют людям сфотографироваться с ними, а после этого начинают требовать деньги, и когда даже люди говорят о том, что вот давайте мы удалим фотографию, вот, и тогда какой вообще вопрос о деньгах, они начинают им угрожать, вот, то есть это так Во-первых, мне работает. интересно, кто эти люди, которые думают, что им предлагают сфотографироваться с мартышкой бесплатно. Паня Во-вторых, Римовская, это туристы, но этим же все сказано. бесплатно. То есть туристы думают, что думают, что что-то Туристы есть думают, бесплатно. оксюморон. В любом случае, а второй вопрос, который у меня есть, и который у меня был еще, когда мы готовили на прошлой неделе вот эту вот программу, вот кто эти люди, которым приятно фотографироваться с животным, например, у которого перемотана скотчем пасть, вот как делают с крокодилами там, или вот которые обвязаны всем, вот кто вы эти люди, которые фотографируются, да еще и 300 рублей за это платят? Ну вот на них, как по мне, тоже распространяется термин фотоживодеры. То есть не только те, кто носит этих бедных животных, да, но и те, кто создают весь этот рынок, которые соглашаются сфотографироваться, потому что они должны понимать, что это жестоко. На самом деле... Кстати, прошу прощения, Стас, альтернативная версия по поводу того, что произошло в Судаке, вот тогда, когда якобы из-за орла побили туриста, что это был совсем не турист, а это просто вот эти вот фотографы, горе-фотографы делили местность вот эту. Это конкурентная борьба. Да. Ну, потому что там же сказали, что есть у них целая преступная группировка, которая за несколько лет изъяли 40 животных. Это все как Аксенов так узнал. говорил, Да, да. обо До всем этого, этом. конечно же, этой преступной группировки до этого года не существовало, наверное. Никогда. И они сделали даже инструкцию о том, что же делать, если увидели такого фотографа с животным. То есть нужно вызывать полицию. Вызывать полицию нужно аккуратно, чтобы сам этот живодер этого не увидел. Постараться записать как можно больше свидетелей. Что говорить полицейским нужно? О том, что ведется предпринимательская деятельность без государственной регистрации. Именно это они делают, что они не выдают никаких чеков и ничего. Я это все сказал очень быстро, потому что я очень хочу успеть прочитать хоть кусочек следующей новости. Она ввела меня в Быстренько, дикий 30 восторг. секунд у тебя. От вас обязанностей ждут. Для младших школьников соседней России написали Конституцию. Поясняю, для детей 8-14 лет сделали специальную версию Конституции в стишках, с рисунками. Там 121 страница. Наши дорогие редактора избрали самые сочные вещи. Я объясню. Там пересказ только преамбулы первых двух глав Конституции. Ха-ха-ха. Основа государственного конституционного строя и права и свободы человека и гражданина. Читай давай стих. Когда в твоей защите будет нуждаться родина твоя, рука агрессора нависнет, сгустятся в небе облака, на ее защиту встанешь, и в руку ты ружье возьмешь, и будешь защищать Россию, а может за нее падешь. Или «И кто законы нарушает, наказан будет тот всегда, а кто закона вдруг не знает, ответит все равно сполна». Наш звукорежиссер специально пустил радостную музычку Да, под это на все. этом месте. Да, с вами были Лариса Волошина, Елена Римовская и Стас Юрченко. Мы вам желаем хорошего вечера, не скучайте и читайте правильные книжки. До свидания.